Не протестующие, а провокаторы на службе иноагентов. Так, в стилистике коллег с федеральных каналов высказался ведущий башкирского госканала БСТ Руслан Шарафутдинов. В авторской колонке он, видимо, хотел разоблачить тех, кто выступает против строительства горно-обогатительного комбината на Кыргызстане. Помните, похожая история гремела в 2020 году с Шиханом Куштау, который хотел разрабатывать башкирская содовая компания. И вот спустя 5 лет протестовать стало еще сложнее, а любую инициативу власти и близкие к ней бизнесмены теперь можно оправдать лозунгом «все для фронта, все для победы». Разномастные провокаторы и манипуляторы, которые пытались качать ее в негативном ключе, мутить воду и головы сельчанам, совсем упустили из виду, что, оказывается, стоять на пути выполнения важнейшей государственной задачи в условиях фактической войны, когда все для фронта, все для победы, это наказуемо. Заигрались, хотя даже пустому барабану понятно, что не надо играть с государством в азартные игры. И пока беглые иноагенты находятся на безопасном расстоянии от родины, к их наиболее активным партнерам здесь нанесли визит федеральные силовики. Наверняка у них теперь будет возможность лучше изучить уголовный кодекс, злорадствует ведущий, показывая кадры, на которых активистов, не совершивших, по сути, никакого преступления, например, кладут лицом в пол за участие в протестах. Сам Шарафутдинов, впрочем, свое злорадство отрицает, говорит, что лишь сожалеет и удивляется, и грозит участникам акций новым баймакским делом. Кстати, в том же 2020 году против разработки Кыргызстана тоже протестовали. И тогда русская медная компания от планов отказалась. Она принадлежит олигарху Игорю Алтушкину, который находится под европейскими санкциями за спонсирование войны с Украиной, и вот теперь вновь хочет строить на горе комбинат. Компанию в этом поддерживают власти Башкортостана. Они запрещают местным жителям выходить на митинги, отправляют к активистам с обысками силовиков, и вот так грозят им преследованием в эфире собственного канала. А к нам присоединяется Руслан Валеев, издатель медиапроекта «Аспекты Башкортостан». Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Насколько вот эта жесткая, такая киселевская, соловьевская, я могу сказать, риторика на башкирском телевидении сигнал, что протесты жестко подавят, несмотря на то, что такая экологическая тема, да, тема шиханов для Башкирии очень важна всегда? Эта стилистика и эта риторика для них, для пропагандистов башкортостанских, никак не нова. Конкретно для вот этих персон, которых вы упоминаете, она не нова. Примерно то же самое они говорили накануне главных событий на Куштау в 2020 году, о которых вы упомянули. То есть, если за неделю до событий примерно в таком же духе они клеймили всех тех, кто защищает Шихан, единственное, чего у них тогда не было, это отсылки к фактической войне, как он выражается. Так вот, то после того, как ситуация разрешилась в пользу протестующих, эти же люди, тот же Руслан Шарафутдинов возглавил буквально авангард республиканской журналистики по освещению того, какой дальновидный у нас народ и какое дальновидное у этого народа руководство, которая прислушалась к чаяниям народа. Я сам, надо сказать, участвовал в нескольких прямых эфирах, посвященных этому событию. Хотя в день события, когда я вел съемки с мест, мне буквально палки в колеса вставляли силами, например, республиканского ГИБДД. В общем, переобуваться в прыжке – это для них свойственно. И знаете, я ведь даже вопросы задавал некоторым коллегам, с позволения сказать. И они понимают, что они делают. Единственное, у них всегда есть тому объяснение. Это государственные интересы, которые всегда превыше сиюминутных интересов отдельных зрителей. То есть истина, она не является для них ценностью, поэтому они не видят ничего плохого в том, что они делают. Да, меня, конечно, поразило это наслаждение тем, как силовики, значит, врываются к людям домой. Действительно, очень такая, ну, мягко скажем, аморальная в этом смысле интонация и наслаждение кадрами, как людей кладут в пол просто за участие в протестах. Хочется понять еще какую-то экономическую, что ли, сторону этого дела. Почему все-таки русская медная компания не впервые покушается именно на эту гору? Тоже в чем там интерес, в чем интерес в разработке этой горы? Ну, по данным
крайне предварительной геологоразведки еще с советского периода. Там имеются залежи метно-порфировых руд, которые, соответственно, могут принести достаточные, по мнению русской медной компании, запасы меди. Ну, понятно, медь — стратегический металл, сырье, активно используемое в том числе в оборонной промышленности. У русской медной компании серьезные производства на территории соседней Челябинской области. Башкортостан является объектом интереса. Это никак не удивительно. Удивительным было то, что они отложили этот процесс на целых 5 лет. И сейчас, пользуясь вот этой вот конъюнктурой, когда страна в кольце врагов, они, конечно же, намерены реализовать свой план. О объемах там говорить сложно. Есть ученые, которые считают, что концентрация меди там крайне низка, и придется переворошить огромные там пласты горной породы, чтобы получить хоть какой-то выход. Якобы в пределах 0,5% максимум от руды выход чистой меди. Кто-то говорит, что там помимо меди еще и сопутствующие ценности встретятся, а именно золото, которого на Южном Урале довольно много, и действительно есть, пусть небольшие, но золотые рудники неподалеку от этого места. В общем, насчет экономики здесь никаких нет предубеждений, все ясно, по-моему, и очевидно. Угу. А насколько это серьезная угроза для природы? Потому что, на самом деле, ну вот так посмотреть, для, наверное, обычных людей, в принципе, экологические темы очень сложно объяснить, да, вот как-то донести, что да, это важно, это долгосрочно, там может нанести серьезный вред, но здесь люди как бы на себе это, видимо, чувствуют, и эту угрозу вполне явственно ощущают. Вот почему настолько серьезно? Люди действительно ощущают, они привыкли наблюдать за тем, как варварски, хищнически расхищается природное богатство конкретно Южного Урала. Причем таких вот гигантских разработок, какое может случиться в Абзериловском районе, не так много. Есть огромный карьер в Сибае, есть в Учелах, не сказать, что это совсем рядом, ну там 200-250 километров между ними расстояние. Вот. Но очень много мелких, таких, знаете, часто нелегальных рудников, скажем, по добыче того же золота, по добыче плетника, так называемого, то есть горных пород, используемых при строительстве и при отделке. Люди видят, как это все не рекультивируется, как в процессе уничтожается лес, луга, то есть дороги туда никто не строит, понятно, тяжелая техника все это превращает в месиво, которое десятилетиями не восстанавливается. А экономика сама по себе и жизнь людей, по большому счету, там аграрная. То есть это животноводство, это в ограниченном виде растениеводство. Люди привыкли жить, ну, скажем, в близком контакте с природой. Это чистые озера, это прозрачные горные речки, неподалеку, в том числе, кстати, и горнолыжный курорт, принадлежащий Магнитогорскому металлургическому комбинату, где, кстати, Путин лично минимум дважды на лыжах катался, к чему, кстати, апеллируют также местные жители, говоря: вы же у нас бывали, видели природу, неужели хотите ее уничтожить? Кстати, вот к этому курорту Кыргызстау близко расположен, то есть могут быть, ну, если не прямые последствия, то как опосредованные через воду, например. Вот. Плюс есть, пусть не подтвержденная, но все-таки информация о том, что и радиоактивные какие-то вещества могут выйти наружу и тем самым усугубить ситуацию. Люди в этом смысле, пусть и далекие от каких-то глубоких познаний и от политики, они совершенно обоснованно беспокоятся. И поэтому обвинять их в том, что их протест связан с интересантами из-за границы, это, конечно же, верх цинизма, ну и это полный абсурд. Вообще, кстати, вот в том сюжете, что вы упомянули, пропаганда объединяет, скажем так, не только общим интересом в защите Кыргызстана, но общими какими-то экономическими соображениями, политическими соображениями людей, которые на сегодня, ну, находятся в противоположных позициях, друг друга критикуют и не принимают. Вот упоминают они там находящегося в Литве Руслана Габасова, национального активиста, упоминают они местного активиста Урала Байбулатова, к которому пришли силовики, и говорят, что они работают заодно. При том, что те, кто ситуацию знают изнутри, знают, что эти два активиста, они, ну, друг друга, мягко говоря, не переносят в последнее время. Они даже на дебатах не сошлись, отказались, да, когда они это планировали сделать. В общем, все намешано так, чтобы в конечном итоге казалось неким таким единым, знаете ли, проектом, финансируемым из-за границы. Хотя
Безусловно, я в этом убежден, это исключительно исходящий снизу протест. При этом его многие, конечно же, понимают, разделяют, неважно, где они при этом находятся, внутри или за границей. Я бы хотела коротко еще в конце спросить, Руслан, насколько все-таки он сейчас широкий, этот протест, потому что, опять же, люди запуганы, баймакское дело совершенно страшное, и люди там и умирали из-за преследования силовиков, в общем, очень жесткая реакция власти. Шиханом Куштау, да, эти протесты были, но, опять же, это 5 лет назад, все очень сильно изменилось. Вот сейчас какая ситуация? Ну, опять же, статистики достоверной нет. Можно наблюдать за теми чатами, которые имеются, там, в частности, в Телеграме, за сообщениями, за реакциями под нашими эфирами, например. Видно, что местное население озабочено. Оно, опять же, в последние 2-3 месяца собиралось на мероприятия, сходы и записывало видеоролики, в том числе к Путину обращалось. В этом смысле потенциал протеста выглядит ничуть не меньше, чем был на Куштау в 2020-м. Ведь там тоже люди не собирались в течение полугода массово и непрерывно. Они массово собрались в ключевой момент. И тогда все случилось. А до того мы наблюдали вот за вялотекущим протестом в виде роликов, флешмобов, интервью и прочего. При том, что тогда гайки были закручены все-таки поменьше. Люди все-таки боялись меньше. А сейчас, при том, что страхов больше, они все равно записывают ролики примерно в том же объеме, как в 2020-м. Поэтому предсказать достоверно, случится ли стопроцентный аналог, мы не можем. Но говорить о том, что потенциал есть, и я здесь в этом смысле не сомневаюсь, он точно есть. Спасибо. Это был Руслан Валеев, издатель медиапроекта «Аспекты Башкортостана».